Здравствуйте, дорогие подписчики! Мы продолжаем разбирать значение карт Таро. Сегодня это старший аркан, карта Шут. Девиз этой карты – решительный шаг. Молодой бродяга прогуливается по краю отвесной скалы. Он, кажется, не обращает внимания на опасность ситуации, в которой находится. Его взор обращен к небу, он пристально вглядывается вдаль. Маленькая белая собачка, семенящая рядом, игриво покусывает его за пятки. В своей правой руке он держит трость, через его плечо небрежно перекинута лямка, а маленький рюкзак свисает с кончика посоха. В левой руке дурак сжимает розу. Над головой мы видим яркое желтое солнце, наполняющее небо теплом и светом, а вдали виднеется цепь горных вершин, покрытых снегом, и зеленеющая долина. Хотя старшие арканы содержат 22 карты, только 21 из них пронумерована. В большинстве стандартных колод Таро карта Дурак без числа и определенного места. Она занимает особое положение. Вопреки тому, что карта Дурак не пронумерована, многие специалисты рассматривают ее как первую карту в колоде. В этом отношении Дурак служит символом новых начинаний, новых путешествий и новых приключений. Некоторые эксперты Таро считают, что Дурак является и началом, и концом старших арканов. Подобно Альфе и Омеге, первой и последней буквам греческого алфавита, он представляет суть старших арканов и каждой карты внутри них. В конечном счете, Дурак также представляет каждого из нас. Это новый и добровольный участник игры Таро, а также игры жизни. В большинстве колод карта Дурака изображается на краю отвесной скалы со взором, устремленным к небу. Его явно не беспокоит то, куда приведет его следующий шаг. Хотя горные вершины и манят его издали, он, кажется, не ведает об их существовании. Не обремененный повседневными заботами, движется Дурак легким шагом вперед. У него нет определенного направления и конкретных целей. Он живет моментом, и он действительно счастливый странник. Фактически, Дурак является оригиналом, вольнодумцем и чудаком. Он бродяга, искатель приключений, скиталец и исследователь. Он импульсивен, смел, бесстрашен и доверчив. Его неискушенность делает его даже наивным, идеалистически настроенным и по-детски непосредственным. В конечном счете, именно дураки, сломя голову, мчатся туда, где ангелы боятся летать. Они редко задумываются над тем, куда направляются. Однако, если дурак сделает еще один шаг вслепую, он может упасть. Или наоборот, взлететь. В любом случае, он готов совершить этот решительный шаг, преодолеть себя. Его прыжок может даже символизировать процесс вхождения в тело человеческой души. Во многих традициях дурак представляет физическую природу человеческого существования. Шагая с утеса, он символизирует схождение духа в материю. Этот образ иллюстрирует представление о том, что все люди заключают в себе искру Святого Духа и что все мы являемся частью Бога, и нам отведено место в божественном плане. Это даже наводит на мысль о том, что все наши творения – это результат божественного вдохновения. На большинстве версий этой карты к шапочке дурака прикреплено перо победы, символ успеха, признания и восхваления. Дурак держит в своей руке розу
символ страсти. Он перебросил лямку рюкзака небрежно через плечо. Некоторые эксперты Таро считают, что этот рюкзак содержит карму дурака, все накопленные им плохие и хорошие земные деяния. Другие предполагают, что рюкзак – символ 3 мастей младших арканов – кубка, меча и пентакля. Трость дурака представляет собой масть жезлов. Эти 4 средства символизируют все, что нужно человеку, чтобы прожить богатую, полнокровную и насыщенную жизнь. Белые вершины гор представляют будущее путешествие и препятствия, которые потребуется преодолеть впоследствии. Солнце над головой означает свет и просвещение. Собака – верный и искренний спутник, а то, что она покусывает дурака за пятки, может восприниматься как его сознание или подсознание, предупреждающее об опасности. Также собака может представлять собой общественное влияние, превращающее нас из диких, примитивных животных в прирученных и благовоспитанных созданий. Многие эксперты Таро описывают последовательность карт старших арканов как путешествие дурака, потому что не имеющий номера дурак может перемещаться по всей колоде, как ему заблагорассудится. В строгой номерной последовательности или хаотично. Подобно актеру, исполняющему роли, он может примерять костюмы каждой фигуры в пьесе, перенимая их манеры и характерные черты. В этом смысле дурак служит дублером всех нас, играющих ведущие роли в пьесах собственных жизней. Изучение путешествия дурака облегчает нам рассмотрение тех ролей, которые мы уже успели исполнить, и дает возможность примерить новые и отрепетировать их для предстоящих выступлений в грядущих постановках. Подобно дураку, мы, как и он, можем и беспорядочно прыгать, и последовательно двигаться вперед. Когда вы видите карту дурака, появляющуюся в толковании романтических отношений, это может означать вашу готовность к тому, чтобы совершить решительный шаг в ваших настоящих взаимоотношениях или влюбиться в кого-то нового. Влюбляясь, вы совершаете смелый поступок и рискуете, поскольку можете добровольно оказаться в роли дурака или позволить себя одурачить. Если вы ищете романтических отношений, появление этой карты указывает на то, что вы в начале великого приключения. Это маленький шаг для мужчины, но гигантский скачок для всего человечества. Путешествие в 1000 миль начинается с первого шага. Если вы готовы выставить одну ногу вперед другой и отправиться в путешествие. Однако в любом случае у вас есть возможность поразмыслить перед отправлением в путь. Как архетип, дурак может быть сравним с простофилей, плутом, клоуном или шутом. Временами он наивен, идеалистичен и по-детски непосредственен. Иногда это мудрый придворный шут. Традиционно дурак известен как дух эфира. Эта карта соответствует первой букве древнееврейского алфавита алеф, который обозначает быка. В астрологии дурак ассоциируется с Ураном, планетой бунта и стихией воздуха.